Уважаемые зрители, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Большой привет всем любителям футбола. Мы с вами встречаемся в городе Могилев, стадион «Торпедо», где в рамках 9-го тура фондбет женской лиги встречаются команды футбольного клуба «Днепр-Могилев» и команда АБФФ Ю-19. Желаю всем приятного просмотра и зрелищного футбола. Эту встречу для вас прокомментирует Кирилл Ганжа. Не вижу смысла затягивать. У нас только что прозвучал гимн. Подтягиваются те болельщики, кто хотел бы посмотреть эту встречу вживую на трибуну. Не сказать о том, что сегодня у нас прям ярко-солнечная погода в городе Могилев. И пока происходит процедура жеребьевки, я предлагаю озвучить стартовые составы команд. Давайте, пожалуй, мы начнем с наших гостей команды АБФФ Ю-19. Полина Огурцова, номер 12, это голкипер команды. Далее полевые игроки. Виктория Ковган, номер 9. Александра Василевич, номер 11. К слову, на инфографике на экране у вас составы уже появляются. Тоже можете ознакомиться. Мария Куприянчик, номер 13. Елизавета Марчук, номер 14. Это капитан команды. Далее. Ксения Ясинская, номер 15. Ульяна Шкароденок, номер 17. Виктория Жирко. Номер 19 Дарья Чайка. 24 номер Полина Якименко. Номер 44 Ангелина Осипова. Номер 84 и главный тренер команды Александра Новик. Что касается хозяек сегодняшней встречи, Днепр-Могилев, их стартовые 11. Алиса Мацкевич, номер 1, голкипер команды. Далее Валерия Ярецкая, номер 4 Полина Гирчиц, номер 8 Валерия Барбаренко, номер 9 Дарья Манюкова, номер 13 капитан команды Алина Скидан, номер 16 Ксения Кулешова, номер 20 Зарина Капустина, номер 21 Касарачи Блезинг Акпе, номер 24 Мэри Шола Адереми, номер 30 Ксения Кубичная, номер 89 и главный тренер команды Михаил Соболев. Судейская бригада на сегодняшний матч возглавляет ее главный арбитр Иван Ковальский, город Минск, первый помощник судьи Анастасия Данченко. Также представительница столицы, второй помощник Виктория Логинова, город Витебск, четвертый судья Иван Римкевич, город Могилев и инспектор матча Александр Скроп, город Столбцы. В принципе, у нас все готово для того, чтобы мы начинали сегодняшнюю встречу. Ждем стартового свистка Ивана Ковальского. Команда АБФФ Ю-19, форма цвета белого. Команда Днепр-Могилев, привычные цвета голубого цвета. Вас, уважаемые зрители, приветствую еще раз. Вижу, что общее количество зрителей прибавляется. Ну, я бы даже сказал, с каждой секундой. Не стесняйтесь писать нам в чате, за кого болеете, за кого переживаете в сегодняшней встрече. Все это будет уместно. Дадим друг другу обратную связь. По возможности подписывайтесь на YouTube на платформе «Женский футбол Беларуси», наш YouTube-канал. Здесь много интересного. Обязательно смотрите и болейте за своих. Ну что ж, Иван Ковальский, стартовый свисток прозвучал, и мы видим, как Днепр-Могилев сразу же активно начинает. Левый фланг здорово подключает к этой атаке. Пытается перехватить мяч и Александр Василевич.
Такое сумбурное немножко начало от АБФФ Ю-19. Ну, наверное, не ожидали, что через дальнюю от нас с вами бровку так активно побегут вперед футболистки хозяек. И удар от ворот. Видим мы низом разыгрывают юные футболистки. Ну, так уж я их назову. Самая старшая из них в составе 2008 года рождения. Хорошо. Опускает мяч Ульяновшка Роденок. Две соперницы против нее. Одна из которых является Полина Гирчиц. И вновь свисток. Иван Ковальский. Давайте начнем с гостей. Команда АБФФ Ю-19 в рамках 8-го прошлого тура фонбет женской лиги уступили 5-0 команде Нафтан из Новополоцка. Касаемо хозяев сегодняшней встречи. Гостили в предыдущем туре в Бобруйске, где 4-0 обыграли команду Белшина. В той встрече отличились Ксения Кулешова, Валерия Ярецкая, ОКП Блессинг и Татьяна Нестюкович. Это авторы забитых голов в том матче. Днепр в атаке через левый фланг. Неплохой заброс в штрафную площадь. А будет ли удар? Неплохо. Полина Огурцова здесь действует на выходе и очень своевременно фиксирует мяч в руках. Правый фланг. АБФФ в атаке. Касаемо турнирного положения команды Днепр-Могилев, тоже у нас есть минутка. Позволяют нам футболистки про это поговорить. Давайте тоже вспомним. Есть еще и сообщение у нас в чате. Виктория вот написала: добрый день, Днепр, девушки, вперед. Спасибо большое за обратную связь, то, что не постеснялись нам написать. Ну а мы вернемся, да, по турнирному положению. Могилевский Днепр расположился на 4-й строчке с 16 набранными баллами, отставая на 2 очка от призовой тройки. Выше Днепра лишь коллективы из Новополоцка под названием Нафтан. Далее Днепр-Брест, прошу прощения, Динамо Брест и футбольный клуб Минск. Из интересного сразу же бросается в глаза лучшая статистика по забитым голам в лиге. Делят футболистки Днепра первую строчку с футболистками столичного Минска. 36 забитых мячей. Касаемо команды АБФФ Ю-19, их строчка 8-я с 7 набранными баллами. Нарушение правил у нас фиксирует Иван Ковальский. Слышим мы его свисток. Оказалась на газоне Полина Гирчиц. Давайте посмотрим повтор этого эпизода. Да, Гирчиц сама идет в глубину. Проходит на центральную линию полузащиты. Не смогла с ней справиться без нарушения правил Ксения Есинская и вынуждена была свалить. К мячу подошла Валерия Барбаренко. Готовится, очевидно, подача в штрафную площадь. Поднимает левую руку вверх, что бы это ни значило. Очевидно, какая-то заготовка. Пробегает мимо. Идет подача в штрафную. Очень как опасно это. Гол. Ну как же так? Полина Огурцова запускает. Буквально за шиворот себе этот мяч, и счет открыт. 3,5 минуты понадобилось футболисткам Могилевского Днепра, чтобы реализовать стандартное положение и открыть счет в этой встрече. К слову, Валерия Барбаренко, она была у мяча, да, левая нога, казалось бы, готовится подача в штрафную. Казалось бы, да, готовилась подача в штрафную. Валерия Барбаренко пробежала мимо мяча, и Блессинг Косарачи Окпе номер 24 забивает со штрафного. Ну, вот такой обидный гол для Полины Огурцовой случился. И статус фаворита, пожалуй, этого матча команда Днепр, ну, с первых минут уже доказывает. Хотя, посмотрите, тут же АБФФ Ю-19 имеет свой шанс в атаке, а может быть удар за пределом штрафной, и рядом со штангой мяч проходит. Это неплохой ответ от футболисток команды Александры Новик. Алиса Мацкевич, голкипер команды, тоже сейчас пытается немножечко так остудить, да, этот темп. Низом разыгрывает через партнершу по команде. Забивает у нас Блессинг Косарачи Окпе. Давайте про нее мы тоже поговорим, что вот такая результативность. 36 забитых мячей в целом за 8 туров у команды Днепр-Могилев, в том числе благодаря результативным действиям Блессинг Окпе. 8 голов после 8 туров чемпионата у этой футболистки, представительницы Нигерии. Ну, только лучше. Но посмотрите, что у нас происходит. Удар по воротам. Казалось, что Алиса Мацкевич немножко потеряла
позицию, но мяч идет выше перекладины. Да, начало, конечно, очень активное. 5 минут уже столько событий. Не договорил я про лучших футболисток с точки зрения результативности. У команды Днепр есть еще. Мало того, что лучший бомбардир команды, так еще лучший бомбардир лиги Дарья Стишкова. У нее на счету 11 голов по итогам 8 туров. Ну, давайте посмотрим еще один удар с дальней дистанции. Команда БФФ Ю-19. Их попытки, они как будто не заканчиваются. Стараются тут же быстро реабилитироваться и ответить за пропущенный гол. Наверное, не самый вынужденный, но ситуация это не меняет. Полина Огурцова была вынуждена мяч доставать из ворот. Так вот, Дарья Стишко. Второй матч подряд. Прошлый тур в Бобруйске против Белшина она была вне заявки. И сегодня, как мы видим, Дарья Стишко, ну так, немножко забегая наперед, конечно, список запасных и те, кто сегодня у нас на скамейке начинает эту встречу, мы еще не озвучивали, но уж поверьте мне, нету здесь Дарьи Стишко, и это основная, пожалуй, ударная сила команды хозяек. Есть информация о том, что получила повреждение. В связи с этим второй тур подряд Дарья пропускает. Между двумя футболистками Днепра в таблице лучших бомбардиров расположилась Светлана Винникова, представительница Новополоцкого Нафтана, 10 голов. Ну и явно, я думаю, постарается она догнать Дарью Стишко, которая, ну, как опять же, да, мы определили вне заявки, что, конечно, ну, благоприятно для Светланы Винниковой, представительницы из Новополоцка, будет сказываться. Есть у нее шанс догнать на данный момент лучшего бомбардира Дарью Стишко. Не самым лучшим образом разыграли аут футболистки АБФФ. Днепряне вперед, пишет Виктория. К слову, 65 человек у нас сейчас в прямом эфире смотрят сегодняшнюю встречу. Неплохие цифры. Капустина меняет вектор направления атаки на другой, противоположный. Фланг переводит, Кубичная с мячом. Ну, видим, мы много потерь. 2-3 передачи, и владение идет к соперницам. Вот сейчас здорово разыгрывает Днепр. Передача направо, Капустина с мячом. Она может как подать, так прострелить. В принципе, и сама может обострить. Хорошая подача. Удар поворотом в блок. Мяч приходится. С трудом встает центральный защитник команды АБФФ. Ю-19. Не разглядел я номер футболистки. Но видим, что все с ней в порядке. Иван Ковальский реагирует на то падение. Сразу же выясняет состояние здоровья. Видим, может продолжать. Представительница команды Александр Новик. И мы дальше наслаждаемся футболом. Виктория Жирко. Передача направо. Дальше вертикаль. И подбор остается за хозяйкой. Левый фланг в действии. Здорово. Хорошо, Днепр. Смотрите, как атакует. На скорости все точно. И это блессинг. Ну, знаю, что называют болельщики некоторые эту футболистку именно так. Если что, лучше поправлять. Немногочисленные болельщики на трибунах, но они у нас присутствуют. Видим мы и Днепр Могилев. Вот такой баннер. Недалеко от футболисток команды Днепр. Именно там аут разыгрывали. Гирчиц, посмотрите, как вцепилась Капустина направо. Здорово, можно смещаться в центр. Готовится подача. Скидан. Прострел. Нет. Дальше перспектива на этом заканчивается. Кубичная оказывается на газоне. Показывает то, что не по своей инициативе. Якобы Елизавета Марчук, капитан команды, приложила к этому максимальное количество физических усилий, подтолкнув последний. Выбивает подальше Мария Куприянчик. К слову, это она не так давно у нас оказалась на газоне, когда мы подозревали, что получила на повреждение. Кулешова играет назад. Можно через центр разыграть на Мэри Адереми. Другое решение принимает Кулешова.
Ну, много вариантов, да, давайте будем честны. Вот в этой атаке здорово. И посмотрите, как центр проваливается у команды АБФ. Ю-19 удар с дальней дистанции. Пока это блокируется. Дальше направо. Скидан. Удар по воротам. Но Огурцова с таким справится. По позиции голкипера мяч у нас направлялся. И Днепр очень высоко встречает своих сегодняшних соперниц. Аут. На противоположной бровке прям. Адереми. Меняет фланг. Дальше Скидан. Видит, что открывается Капустина по бровке. Не рискнула отдавать. Сыграл на сохранение владения. Ну, здесь немножечко мы упускаем момент этой передачи. Вновь Адереми. Гирчиц и Кулешова. Заброс был на подключение Алины Скидан. Ничего, в этой атаке не вышло. Ковган. Это уже АБФ Ю-19. Да, слишком сильная оказалась передача, но вот аут — это, пожалуй, максимум из того, что можно было извлечь в этой атаке. Недалеко от углового флажка. Бело-синие. Такие кричалки тоже с трибун мы слышим. Поддерживают Днепр. Переживают за своих. И еще один аут. Да, только мяч остается у Могилевского Днепра. Такое решение принимает Иван Ковальский. По бровке. Бросает аут футболистки хозяек. Ну, здорово разыгрывают. Это перехват, удар поворотом. Да, все эти удары, они, конечно, наверное, 3-4 их уже мы точно увидели за 12,5 сыгранных минут. Но пока по цели они не летят. Алиса Мацкевич, пару моментов, конечно, я думаю, заставили ее потревожиться. Но чтобы мы ее увидели непосредственно за ее работой, да, по вратарскому профилю, такого еще не наблюдаем. Через опорную зону находят дальше глубину передачу на Капустину. Капустина меняет фланг. Барбаренко через центр. Здорово. Тут и Гирчиц, тут и Скидан. Вариантов много. Продолжают атаку. Диагональ на Блессинг. Не доходит до адресата. И через центр Дев, пожалуй, будут продолжать подопечный Михаила Соболева. Кстати, про Михаила Соболева тоже вот при подготовке к этому матчу есть интересная информация. Давайте же после этой атаки гостей вспомним про главного тренера. Здорово прорывается АБФ Ю-19. Передача налево. Удар в одно касание. Но почему ж по центру? Алиса Мацкевич с этим справляется. Неплохая попытка от Александры Василевич. Отдавала на нее передачу Елизавета Марчук. И так по-капитански, да, разобралась она в том эпизоде. Отвоевала мяч для своей команды. Точный пас на партнершу. И удар поворотом состоялся. Первый, к слову, в створ. Капустина. Заброс вперед. С мячом Ярецкая. Удар по воротам. И это гол. Забивает у нас Валерия Ярецкая, номер 4. И голевую передачу на свой счет записывает Зарина Капустина. Вот так, через правый фланг. Здорово. Футболистки Днепра выходят. Принимает поздравления Ярецкая. Тут все рядом. Ксения Кулешова улыбается. Поздравляет ее с результативным действием. Ну что ж, 2-0. К слову, к 15-й минуте. Такое уверенное начало сегодняшней встречи от хозяек. В принципе, все просто, да? Заброс Капустина и на ход Ярецкой. Та немножко на скорости уходит тут защитница, отрывается. Удар по воротам, и Полина Огурцова пропускает. В принципе, такая приблизительно хронология событий у нас была в предыдущей атаке, которая привела к голу. Да, болельщики на трибуну, к слову, подтягиваются. Опять же, видим мы, что их становится чуть больше. Видимо, не с самого начала подходят к этой встрече. Говорили мы
Давайте посмотрим повтор все-таки, да? Вот Капустина здесь забрасывает, убегает. У нас Ярецкая от Виктории Жирко и... Опять же, выше роста Полина Огурцова, и мяч залетает ей буквально за шиворот. Приблизительно похожий гол, как и первый. А только что мы с вами увидели. Про Михаила Соболева, главного тренера команды, обещал я вам рассказать. После предыдущего тура и матча Могилевского Днепра с Белшиной из Бобруйска, ну вот, посмотрел я его интервью. Там он указал о крайне тяжелых условиях. В плюс 28 та встреча состоялась, плюс 28 градусов. Имеется в виду в 13 часов 00 минут, да еще и на искусственном газоне стадиона имени Прокопенко в городе Бобруйск. Я думаю, многие болельщики и, в принципе, те, кто следит за белорусским футболом, в курсе, что это за стадион. Соболев не сильно остался доволен именно временем проведения матча. При этом поблагодарил футболисток и настраивал их уже на следующий тур. Наш матч против команды АБФФ Ю-19. Сегодня, как мы видим, условия явно лучше. Ну, во-первых, матч начинается позже, в 16:00, и натуральное поле у нас на стадионе Торпедо в городе Могилев. Еще одно стандартное положение. Удар по воротам. Огурцова, по-моему, мяча касается. Схожий розыгрыш. Барбаренко пробегает мимо мяча. Блессинг Окпе бьет по воротам. Но вот сейчас чуть не хватило ей точности. Благоприятно. Эта встреча, как мы уже говорили, складывается для Днепра. Как по погоде, да, уже здесь, собственно, более комфортные условия для двух коллективов, играющих сегодня. Ну и 2-0. Вот такое активное начало. Огурцова низом на партнерши по команде. Посмотрим, что у нас чат пока особо не активничает. 90 человек в прямом эфире. Не стесняйтесь писать, за кого болеете и переживаете. Все это будет очень уместно. И дадим обратную связь друг другу. Также не забывайте поставить лайк нашей трансляции. Для нас это очень важно. Тем временем положение вне игры поднимает Иван Ковальский. Левую руку вверх, свисток, и мяч остается за подопечными Соболева. Зарина Капустина, футболистка сборной Беларуси. Здесь была прямо под нашей камерой. Уже отметилась результативным действием, отдав голевую передачу на второй гол Валерии Ярецкой. Скидом может мяч получить. Вот и показывает, что можно продвигаться самостоятельно. Так, собственно, оно и есть. У нас была Дарья Манюкова. Отлично разыграли через центр, обрезая полностью всю центральную линию полузащиты. Манюкова на ускорении принимает тоже верное решение. В аут выбивает. Могла сыграть на Мацкевич, но Мацкевич, если обратили внимание, показал своему капитану команды о том, что не надо рисковать, потому что, ну, буквально сзади уже накрывает соперница. И это было бы достаточно рискованно. Ульяна Шкароденок мяч держит в руках. Аут из-за боковой. Отдает мяч на Полину Якименко. На коротке разыграла. Якименко готовит подачу. Нет, отдает направо. Здесь положение вне игры. Да, в принципе, в очень простой ситуации отдают мяч сопернице. Футболистки из Минска. Скидан. Забрасывал мяч вперед. Потеря кубичная. Включает левый фланг. Не так много через левый фланг есть движение у команды Днепр-Могилев. Ну вот особенно в последние минуты. В основном строится через правый фланг относительно направления атаки. Через Зарину Капустину. А на левом фланге, ну вот левого полузащитника Блессинг Окпе играет. Да, конечно, голом она отличилась, но помним мы, что со стандарта. Кубичная вновь с мячом. Отдает на капитана. Манюкова и Кубичная. Два центрдефа, очень опытные по меркам белорусского чемпионата защитницы.
Ксения Кубичная, к слову, Никуда не готова, вы что? сыграла за футбольный клуб Минск и столичная «Динамо». 23-й год и 25-й год предыдущий, да, футбольный клуб Минск. Именно цвета столичной команды защищала центральная защитница уже ныне Могилевского Днепра. Но посмотрите, как заставляют пробежаться Алину Скидан. До мяча она не добирается, и 20 минут уже сыграно в первом тайме. Совсем скоро будем приближаться к экватору первой половины встречи. Вертикальная передача вперед, а неплохо, но слишком сильно не доберется Марчук, да и тем более Манюкова тоже готова была на ускорении до мяча добраться. Манюкова, Мацкевич, предположу, что Кубичная следующий адресат, так оно и есть. Давай поднимемся! Выше там предложение! Поднимается выше. Ну, слышим указания, в том числе Михаила Соболева, который, да, наверное, счетом на табло доволен, но не факт, что доволен именно качеством игры. Чуть замедлились хозяйки. Начало было поактивнее. Капустина с мячом. Ну, ищет штрафной Блессинг. Играет на Гирчиц. Гирчиц, ну, в одно стенку отыгрывается с партнершей по команде. Это была Кулешова. Дальше перехват. Шкароденок это была. Смотрите, как Капустина дорабатывает. Подборы тоже забирает. Диагональ. Но она была не точная. Она от Валерии Ярецкой. Удар по воротам. Скидан, но не акцентирован. Он получился левой ногой. И поменялись, вот, обратите внимание, Капустина и Скидан позиции. Вновь на перехвате. Номер 21. Днепр, да, давайте посмотрим повтор. Поднимает Скидан руку, да, готова она была открыться под эту подачу. Удар по воротам есть, но по мячу толком не попадает. Собственно, в этом и вся проблема. Головой играет Ясинская. Ну, второй этаж вроде бы забирали футболистки АБФФ, но тут же потеря и тут же на левый фланг. Там Блессинг Окпа. Она может разобраться с любой, мне кажется, футболисткой. Но в нашем чемпионате уж явно будет не просто действовать против нее. И удар от ворот, да, такое решение Ковальский принимает. Обратите внимание, что Блессинг Окпа уже побежала за мячом к угловому флажку. Готова она была подавать этот самый угловой. Но нет. Опять же, Огурцова низом и тоже бросается в глаза то, что разыгрывают футболистки АБФФ только низом. Ни разу я еще не увидел удар от ворот, ну, скажем так, дальним забросом, дальней передачей, вертикальной передачей, диагональю. Ну, тут все только низом. Тоже, я думаю, установка Александр Новик, главного тренера команды. Манюкова. Капустина. Гирчиц. Отличная проникающая передача. Скидан падает, но никто ее не трогал. По мнению Ковальского, сама оказалась на газоне. Кулешова, ну, должна до мяча дотянуться. Да, так и есть. И сохраняет владение за своей командой. Активные минуты для Днепра. Вот после пропущенного, пожалуй, первого гола были такие попытки от АБФФ счет сравнять. 3-4 удара, но все они были не по створу. Но активные атаки все-таки проводили наши гости. Далее вот какая-то такая засуха по моментам. И Могилевский Днепр потихонечку инициативу опять же забирает. Идет подавать угловой Валерия Барбаренко, номер 9. Да, где-то я такую вынужденную паузу даю. Хотелось бы подслушать. И за тренерским штабом. Бывает, дают такую ценную информацию, которой можно иногда воспользоваться. Барбаренко на ближнюю. Подача. Выбивает подальше. Футболистки в белых футболках. Нужно еще раз повторить то же действие. И отвести угрозу от своей штрафной площади. Ковган.
Некому бросить, очевидно, будет оставлять. Да, так и есть. И уже абсолютно не торопятся футболистки двух команд. По бровке Полина Якименко готовится. 23 градуса сейчас в Могилеве. В целом комфортная такая футбольная погода. Кулешова налево, Барбаренко. Очень быстрая футболистка. Капустин, посмотрите, куда сместился. Уже в центр для того, чтобы мяч получить. Кубичная. Очень классно мяч контролирует Мэрия Дереми. Дальше Кулешова. Есть и Капустина. Есть вновь Дереми. Есть впереди Гирчиц. И дальше на Скида. Хороший пас, достанет или нет? Нет, не достает. Хотя ускорение такое, да, на 20-25 метров делает футболистка команды Днепра. Ну вот Михаил Соболев тоже во всей красе наслышан в эфире. Дает свисток через паузу Ковальский. Нет вопросов, буквально завалили Ангелину Осипову на своей половине поля. И тут же фиксирует нарушение правил. Валерия Ярецкая перед мячом. Есть заброс. Дальше. Какие варианты? На правую флангу. Вот, собственно, туда мяч и идет. Подача, прострел. Все здесь уместно. Ох, как Кубичная здорово играет на втором этаже. Спасает буквально свою команду. Алиса Мацкевич вроде бы и страховала. Готова была сыграть кулаками на выходе. Но Кубичная решила сыграть более безопасно в этом эпизоде. На газоне. Кто-то из футболисток Днепра. Пока не разглядел я номер на игровой футболке. Точно не Гирчиц, Кулешова, значит. Да, номер 20. Именно они отвечают за центр поля хозяек. И штрафной удар, да, был зафиксирован. Без санкций, к слову, от Ивана Ковальского. Пока желтый карточек мы в этом матче не видели. Кубичная сама продвигает эту атаку. Ну, позволяют ей пройти, а почему бы и нет? Тут посмотрите, сколько она прошла. Метров 20-25. И никто ее не встречает. Опять же, все за линию мяча футболистки АБФФ Ю-19 опускаются. Но вот встретить Кубичную никто так и не осмелился. Передача на Блессинг. Дальше перехват, Ковган. Падение и что? Свисток, да, нарушение. Нет, аут. Правильно ли я понял? Главного арбитра. Да, все верно. Мяч в руках у Валерии Барбаренко. Блессинг. Отличное видение поля. Сразу же поменяла направление атаки. Играет на Манюкову. Манюкова вновь на Кубичную. Эту пару мы будем называть достаточно часто в нашей сегодняшней встрече. Координатор всех атак Могилевского Днепра. Блессинг. Она готова войти в штрафную площадь. Уже там. Здорово. Есть прострел. Удар по воротам будет или нет? Скидан. Опасный момент. Классно играет сейчас Полина Огурцова. Аут на Блессинг. А как только вот мы заговорили сегодня в трансляции о том, что чуть реже стали играть через левый фланг, и футболистки Днепра, как тут же Блессинг с мячом встречается, ну, явно чаще остальных футболистов. Капустина на замахе не уходит от соперницы, пробрасывает себе же, здорово в центр. Нет каких-либо вопросов тоже к крайнему полузащитнику команды Могилевского Днепра. Все без ошибок, все точно. Ну вот интересно, сейчас смотрит у нас в телефон
Михаил Соболев, может быть, даже нашу трансляцию с вами смотрит, чтобы чуть шире видеть картинку для понимания и расстановки своих футболистов. Ну, это исключительно мое предположение. Так, ну, по-моему, Капустиной локтем прилетает в голову от Полины Якименко. И сразу, причем, посмотрите. Причем скорую даже. Ну, неужели у нас там есть рассечение? Всем позволяют из медицинских работников появиться на поле, и скорая, и непосредственно медицинский персонал Могилевского Днепра. Ну вот спасибо оператору за такой крупный план. Возможно, сможем мы что-то увидеть. Давайте пожелаем здоровья Зарине Капустиной. Очень неприятный момент, но держится вроде бы... Ну, понятно, что за область лица, мне кажется, бровь повредили ей в том эпизоде. Если дадут нам повтор, может, чуть внимательнее мы сможем изучить этот эпизод. Да, не самый приятный момент. Ну, неужели нас тут еще и расстилают эти импровизированные носилки? Да, такие эпизоды... немножко даже могут и шокировать. Зарина Капустина переместилась на те самые носилки. И покидает поле не самостоятельно. Да, давайте пожелаем здоровья Зарине Капустиной, футболистке сборной Беларуси, и точно одному из лидеров Могилевского Днепра. Явно непросто приходится в этом эпизоде. Будем надеяться, что травма не окажется серьезной и уже сможет в следующем туре помочь своей команде. В этой встрече для нее уже все завершено, это точно, потому что помощник четвертый Иван Римкевич уже держит табло в руках, соответственно, будет показывать нам замену. Да, Зарина Капустина, к сожалению, свою встречу вот так заканчивает. Яна Домин. Вместо футболистки под номером 21 Зарины Капустиной на поле появилась футболистка под номером 99 Яна Домин. Да, Яна Домин, номер 99, не захотелось говорить в унисон с диктором стадиона. Появляется на газоне на правом фланге у Могилевского Днепра. И, честно говоря, достаточно тревожно за здоровье полузащитницы хозяев. На первый взгляд, ну, показалось, потому что, да, действительно, локтем в голову пришелся удар. Полина Якименко, уж уверен я, не преследовала какого-то такого уж злого умысла и нанесения серьезной травмы для полузащитницы сборной Беларуси, но встречу свою последняя завершил. Подключает вновь вышедшую Домин, подача в штрафную, головой пока выбивает, второй этаж забирает футболистки АБФФ. Продвигает свою атаку Ясинская. Ну, возможно, поторопилась. Был вариант и предложение от Александры Василевич низом разыграть. Захотели чуть побыстрее. Кубичная. Ну, казалось, что ошиблась передача. Блессинг была рядом. Подстраховала. Манюкова. Ну, заставляют, да, буквально сейчас подняться. Мэрия Дереми, вот она сейчас с мячом. Марчук здорово мяч отбирает. Хорошая контратака от команды АБФФ Ю-19. И в который раз мы видим вот эту спешку, которая, наверное, не позволяет более эффективно свои атаки заканчивать. Вновь Манюкова, она с мячом. Кубичная давал на нее передачу. На Блессинг. Кулешова. Продвигается к углу штрафной площади. Может быть, сама будет обыгрывать, либо пойдет в глубину. Второй вариант выбирает. Идет к угловому флажку. Есть помощь от Блессинг. Адереми. Удар по воротам, и это в блок.
35 минут сыграли в первом тайме. 10 минут остается до конца завершения первой половины этой встречи. Но я думаю, что обязательно Иван Ковальский добавит, с учетом того, что 2 гола мы сегодня увидели. И травму Зарины Капустиной, оказание ей медицинской помощи тоже забирает на игровое время. Якименко. Аут, не точно. Ну, точнее, точно прямо на соперницу. Ксения Кулешова. Она с мячом. Блессинг. Это опасно. Если ей давать пространство, она может убежать, развернуться, пробить поворотом. Все перечисленные варианты — это сильные стороны этой полузащитницы. Дереми. Передача направо. Там, где открывается Дарья Манюкова. Посмотрите, уже высоко поднялась и пересекла центральную линию. Барбаренко. Но она с левой пробить отсюда может. Пару обманных движений. Удар поворотом выше. Неплохая попытка от номера 9 команды хозяев. Да, что нам здесь повторяют? Момент с Ксенией Кулешовой. Неплохо вышло. Яна Домин поджимает соперницу и заставляет ее выбить мяч в аут. Передача на Марчук. Также и на Василевич. 2 футболистки оказались в одной точке. Манюкова. Она уже действует правее. Кубичная. Ниже упала на позицию центрального защитника Мэрия Дереми. Возможно, перестроились подопечные Соболева. Сейчас будем внимательно следить за этим. Полина Гирчиц через центр на Кулешову. Гирчиц, Кулешова. Хорошая связка в центре поля. Направо. Домин. Домин пробрасывает от соперницы. Ну да, здесь загоняет ее в угол. Но угловой выжимает из этого эпизода. Полина Якименко ей противостояла. И угловой удар. Обычно подходит Валерия Барбаренко исполнять. Но, судя по всему, еще и Блессинг Окпе тут тоже будет рядом. Реагирует на это Виктория Ковган. Готова тоже к розыгрышу. Ну, от своих соперниц. Один делай, Лера, забегай, она пусть вытягивает. Да, не совсем разобрались. В принципе, мы, я думаю, с вами поняли. 2-1 делай и Лера забегай. Очевидно, это указание было для Барбаренко. В принципе, она исследовала указание Михаила Соболева. А вот Блессинг Окпе, видимо, на русском так быстро перевести не может. И сразу же схватить информацию от своего тренера, но эпизод заигран. Нужно продолжать. Гирчиц не самая высокая футболистка, но играет на 2-м этаже лучше, чем ее соперница. Якименко. Что такое? Марчук. Об голову бьет! Очевидно, толкает, тут же извиняется. Да, и пошел у нас Иван Ковальский на беседу к Михаилу Соболеву. Давайте послушаем. Какие тут могут быть вопросы к Ковальскому? Главный арбитр более чем убедительно звучит, и профилактическую беседу провел. Сказал, что первый и последний раз прибегает сюда без карточки. Ну, тут вопросов нет. Давайте тоже мы тот эпизод немножко проговорим. Понятно, нарушала Елизавета Марчук. Толкнула она в спину Мэрия Дереми, но тут же извинилась. Безусловно, может быть, в затылок не самый приятный эпизод, но Дереми абсолютно спокойно отреагировала. Да, понимая то, что на ней свалили, не было каких-либо претензий к сопернице. Полина Огурцова, удар от ворот. Мяч выходит за лицевую, и 5 минут до конца первого тайма. Есть возможность отдать на Полину Якименко, но
И Ксения Ясинская подключилась. Нарушает на ней правила Полина Гирчиц. Извинилась сразу же и перед соперницей, и перед своей командой. На правый фланг команда АБФ разворачивает свою атаку. Здорово с мячом Дарья Чайка. Кстати, ее мы очень редко в нашей трансляции отмечаем. Не так часто с мячом она встречалась, ну, либо просто не попадалась нам в объектив камер. Нарушает правила на Ксении Кубичной. Все готовы продолжить. Но неужели сводит уже ногу у нас у Елизаветы Марчук. Растягивает икроножную мышцу, видим мы таким движением. Манякова. Видит она открывшийся Гирчиц. Манякова, Гирчиц пяткой. Кубичная. Опять на правый фланг, видим мы. Поднимает сейчас у нас Манюкову. Неужели в три центральных перестроились при позиционной атаке? Попытаемся еще раз рассмотреть. Гирчиц, подача в штрафную площадь. За подбор. Пытаются побороться футболистки из Могилева. Получается очень неплохо. Кулешова. Безадресная передача. Опасно, но эффективно. Василевич налево. Успевает вернуться Манюков. Ну и, в принципе, все. Нет вот в атакующей фазе точной передачи у команды АБФ Ю-19. Ну, может быть, кто-то и скажет, что возраст, да, немножечко не позволяет юной футболистке для такого уж содержательного, да, футбола в атакующей фазе, но стараются. Безусловно, это стоит отмечать, и уж уверен, свои моменты еще найдут. Блессинг. Жестко ставит ногу. Мяч до Барбаренко дойдет. Ну и атака. Открывается Скидан. Видит Блессинг это подключение. Хороший пас направо. Можно через центр. Открывается Домин. Скидан, но это заброс скорее, да? Штрафную, на которой открывалась Валерия Ярецкая. Нож, какой был умысел у Алины Скидан? Вопрос большой. Может быть, и пробивала таким образом поворот. Здесь остается только гадать. Ксения Кубичная играет на Мацкевич. Это голкипер команды. Опять же, Алиса Мацкевич по профилю сегодня в игру у нас не вступала. Каких-либо сейвов у нее не было. И ударов в створ ворот я тоже не припомню за первый тайм у команды АБФ. Кулешова. Налево есть предложение от Валерии Барбаренко. Кубичная. Ну, посмотрите, никто ее не встречает. Да, конечно, это где-то заставляет Михаила Соболева чуть активнее себя проявлять. Так хорошо мы его слышим в этой трансляции. И, честно говоря, наверное, можно понять главного тренера. Да, позволяют сопернице двигаться и продвигать свою атаку выше. Так почему вы этого не делаете? Я так понимаю, что такой посыл у главного тренера. Но, опять же, концовка первого тайма. 2-0 счет. Понятно, что где-то на высоком пульсе тяжеловато. Постоянно уж в данном случае 45 минут держать себя в тонусе, ну и где-то, возможно, берут такую паузу футболистки. Домин чисто играет, здорово, очень хорошее ее появление, на самом деле, на поле. Центр на Ярецкую, Ярецкая корпус ставит, а одну футболистку оттеснила, вторая пришла на помощь, Виктория Ковган. Ошибается, у нас Блессинг, ну нельзя такой момент нам упускать, Блессинг, удар по воротам. И выбивают подальше. Да, мы, конечно, понимаем о том, что у нас Иван Ковальский добавляет 2 минуты к первому тайму. Но чуть не упустили
голевой момент. Так, что у нас произошло? Есть еще одно повреждение. Валерия Ярецкая тоже просит медицинскую помощь. Да, ну, пожалуй, для Михаила Соболева, если и еще одну вынужденную замену нужно будет проводить, явно не лучше. Первый тайм. К футболисткам, безусловно, вопросов нет. Все в порядке. За что держит? За колено, если не ошибаюсь. Ну, медицинскую помощь оказали. Иван Ковальский попросил покинуть пределы игрового пространства. И только уже по его разрешению можно будет продолжить номер 4 Валерии Ярецкой. Итак, минута уже дополнительного времени к первому тайму истекла. Думаю, тоже это учитывает главный арбитр. Кубичная. Неточная передача вперед. Гирчец. Ошибается при попытке обыграть соперницу. Тут же дорабатывает. Жестко ставит корпус, но мяч уже ушел от соперницы. Манюкова. Скидан. От себя мяч убирает. Вновь на Манюкову и подкрывается. Посмотрите, как хорошо Мацкевич. Предлагает себя голкипер. Адереми. Скидан Адереми. Ну, такая хронология движения мяча. И выбивает попроще Дарья Манюкова. Не хватает точности передач на Яну Домин. Полина Якименко. Ну что ж, подходит первый тайм у нас к своему завершению. 2-0. Такой счет в пользу хозяек этой встречи. Реми. Заброс налево. Ну, до мяча как бы не старался Ульяночка Роденок. Не доберется. Слишком сильная передача. Идет на нее от партнера по команде. Звучит свисток. Первый тайм завершен. Днепр-Могилев 2-0 забирает первую 45-минутку. Отличились у нас Блессинг Окпе, номер 24, и Валерия Ярецкая, номер 4. Ну что ж, пока, уважаемые зрители, отдыхаем. Через 15 минут встречаемся на второй
В очередной раз приветствую вас, уважаемые зрители. Мы по-прежнему на матче 9-го тура фонбет женской лиги. Город Могилев, стадион Торпедо. Второй тайм вот-вот будет начинаться. Иван Ковальский, ждем его стартового свистка. Днепр-Могилев принимает у себя дома команду АБФФ Ю-19. Счет у нас 2-0. И, как мы видим, в перерыве у Днепра произошла замена. У нас, соответственно, на футбольном поле появляется футболистка под номером 3 Дарья Иванчик и Алину Скидан заменила у нас Дарья Иванчик. Да, вот сейчас я разглядел же номер футболистки, которую заменили. И, соответственно, пожелаем удачи Дарья Иванчик в этой сегодняшней встрече. АБФФ Ю-19 сразу же атакует с первых минут. Мяч в руках у Алисы Мацкевич. И давайте вновь по составам с учетом корректировок, которые были уже по сегодняшней встрече. Начнем с команды АБФФ Ю-19. Полина Огурцова, номер 12, это голкипер команды. Далее полевые. Виктория Ковган, 9 номер. Александра Василевич, номер 11. Мария Куприянчик, номер 13, Елизавета Марчук, номер 14, капитан команды Ксения Ясинская, номер 15, Ульяна Шкароденок, 17, Виктория Жирко, 19, Дарья Чайка, 24 номер, Полина Якименко, номер 44, Ангелина Осипова, номер 84, и главный тренер команды Александра Новик. В связи с тем, что замены у нас уже были, и 2 замены провели футболистки Днепра, давайте мы также озвучим, кто у нас на скамейке запасных после этой атаки хозяек. Удар, Блессинг, вот это гол из-за пределов штрафной площади, дубль на счету этой футболистки. Ну, какие тут могут быть шансы у Полины Огурцовой? Хорошее смещение под удар от номера 24, Блессинг Касарачи Окпе. Она забивает отличный гол. 1,5 минуты ей понадобилось для того, чтобы сделать счет 3-0 в пользу своей команды. Показывать крупным планом нам эту футболистку. Тут же принимает на поздравления и от Полины Гирчиц, и от Валерии Барбаренко. Да, улыбается подопечный Михаила Соболева. Явно по душе им такое начало. АБФФ Ю-19 мы не закончили. Давайте продолжим по тем футболисткам, которые на скамейке запасных. Ксения Терещенко, номер 1, голкипер. Анастасия Дунчик, номер 2. Полина Овинова, номер 7. Дарья Жигала, номер 10. София Хамчук, 16. Полина Вашкевич, 21. Анна Рыжкевич, номер 30. И Полина Коржик, номер 95. Теперь к составу Могилевского Днепра. Алиса Мацкевич, номер 1, голкипер команды. Далее полевые. Валерия Ярецкая, 4. Полина Гирчиц, номер 8. Валерия Барбаренко, номер 9. Дарья Манюкова, номер 13. Это капитан команды. Алина Скидан, номер 16, которая была заменена у нас после перерыва на Дарью Иванчик, номер 3. Сразу же делаем такую корректировку. Ксения Кулешова, 20 номер. Зарина Капустина, номер 21. Она начинала эту встречу с первых минут, и в середине, пожалуй, даже ближе к концу первого тайма была заменена Яна Домин. Вместо нее вступила в игру. Вот повтор эпизода и гола потрясающего Блессинг Окпе показывают нам еще раз. Так вот, Яна Домин заменила Зарину Капустину, но неприятный эпизод случился в первом тайме. Полина Якименко локтем сыграла по лицу полузащитницы сборной Беларуси. Не самостоятельно она покидала пределы игрового пространства. С помощью носилок медицинские работники уносили футболистку. И будем надеяться, что в следующем туре все-таки сможет она помочь своей команде. Очень важное звено в линии полузащиты для сегодняшних хозяек. Далее по составу Блессинг Касарачи Окпе, номер 24. Это футболистка уже дубль записала сегодня на свой счет. Далее Мэри Шола Адереми, номер 30. И Ксения Кубичная, номер 89. Те футболистки, которые еще в перспективе могут появиться сегодня на футбольном поле. Влада Головатенко, номер 12. Это голкипер. Далее Виктория Барлюгова, номер 7, Марина Пушкарь, номер 10, Алина Конева, 11, Татьяна Нестюкович, номер 17, Мария Киселева, номер 22, Анна Бысик, номер 55. И, как мы уже отмечали, главный тренер команды Михаил Соболев. Это все то, что было интересно у нас в первом тайме.
мы с вами еще раз вспомнили и проговорили. Есть сообщение, ну вот радуется третьему голу команды Днепр-Могилев. Пишут, вот это Днепр. Я так понимаю, что болельщики команды из Могилева, ну, очевидно, получают наслаждение и результатом этого матча, ну и содержанием игры. Манюкова. Да, вот такой немножко странный звук, я думаю, вы тоже слышите в трансляции. Это не какие-то технические проблемы, это у нас погодные условия пытаются внести коррективы в сегодняшнюю встречу. Дождь в Могилеве, поэтому, ну, чуть усложняет футболисткам сегодняшнюю встречу. Соболев, посмотрите, как эмоционален. В первом тайме посматривал он в телефон и так его переворачивал. У нас горизонтально. Предположил я, что, возможно, даже нашу трансляцию подключал, чтобы немножечко посмотреть с высоты на расположение своих футболистов. Но это исключительно мое вот такое предположение. Манюкова играет направо. Ну, не самые уверенные действия. Дереми. Ну, смотрите, у этого полузащитника команды Днепр все в порядке. С контролем мяча в простых ситуациях очень сложно забрать у нее владение. Домин отдает направо. Это у нас Иванчик. И ошибка в передаче. Контратака. Команда АБФФ Ю-19. Скорость есть, силы есть. У футболисток гостей удар поворотом в блок, который ставит Ксения Кубичная. Громогласным я. Алиса Мацкевич играет на выходе. Прекрасно понимает, я думаю, Михаил Соболев, что если сбавлять, скажем так, обороты хозяйкам сегодняшней встречи, то АБФФ Ю-19 может найти свои шансы у ворот хозяина. Чего, конечно же, не хочет главный тренер команды. Передача налево. Блессинг, а может быть удар по воротам. Еще один, ну посмотрите, двух соперниц переиграла, дает передачу, удар по воротам и мимо. Тоже на дубль заходила Валерия Ярецкая. В самый последний момент успевает вмешаться Полина Якименко. Все было в пределах правил. Иван Ковальский, главный арбитр, тоже был рядом. Давайте посмотрим повтор. Блессинг, ну просто выкатывает мяч, только посылая его в ворота, не получилось. Ну еще и Огурцова на выходе играет, сокращает угол удара, не позволяя сопернице поразить ворот. Сейчас активничает Ярецкая, нарушение правил в атаке. Ну вот если обратиться сейчас к турнирной таблице в режиме лайв, вижу я то, что гомельчанки сейчас играют против команды Динамо Минск, 4-0 уступают столичной команде. Сейчас команда Динамо Минск на 4-й строчке располагается с 18 очками. Ну а Днепр-Могилев, опять же, да, в режиме лайв, у них 19 очков, и обгоняют они столичную команду Динамо и Новополоцкий Нафтан. Соответственно, в тройку забираются. Ну, понятно, то, что у нас всего лишь 9-й тур, это такие немножко статистические данные, чтобы немножко разнообразить нашу трансляцию. Неплохая подача, здорово, Мацкевич играет на выходе. Никаких преждевременных выводов делать, особенно по турнирному раскладу, точно не стоит. Но вот вырисовывается, я думаю, 4-5 коллективов, которые будут бороться за тройку. Это футбольный клуб Минск, Динамо Брест, Новополоцкий Нафтан, ну, соответственно, Динамо Минск, конечно же, и Могилевский Днепр. Все остальные, ну вот уже начиная с команды Витебск, имеют достаточно такой серьезный отрыв по очкам, 5-6 очков. Но, опять же, на этой дистанции пока выводов преждевременных делать не будем, но немножко делится. Это пятерка лидеров нашего чемпионата. У нас очередная пауза, свисток Ивана Ковальского. Что же там произошло? Готовится АБФФ Ю-19 вести мяч из-за боковой. Да, ну, видимо, было повреждение у кого-то из футболисток. Все в порядке, мы продолжаем. Еще одно. Неправильно, аут был введен, отдают это право Дарья Иванчик. Та справляется без проблем. И Днепр с мячом. Хороший перевод на Барбаренко.
Смещается она в центр. Какие варианты? Блессинг есть. Ярецкая тоже. На Ярецкую отдает. И подальше. Выбивают гости. Вновь Дарья Иванчик. Посмотрите, как активно за эти 9 минут, 9,5, да, которые провела она во втором тайме. Ну, мне кажется, раз 5, а то и более с мячом встречается. Активно через правый фланг атакуют. Полностью правый фланг заменили. Где-то вынужденно, где-то нет. Дарья Иванчик, Яна Домин появились на газоне, заменив Зарину Капустину и Алину Скидан. Нарушение правил в центре поля. К мячу подходит Эдереми. Быстро разыгрывает. Ну вот показывает ей Иван Ковальский. Очень пунктуален этот главный арбитр о том, что необходимо установить мяч. И только по моей команде можно продолжать. Кубичная с мячом. Ну такой вот разгон у нее достаточно серьезный. Ну, это удар по воротам. Хлестко, но не точно. Несколько метров от штанги мяч пролетает. Огурцова. Ни разу еще мы не видели, чтобы дальние передачи начинали ударом от ворот. Ну вот первая, пожалуй, такая попытка за 55 сыгранных минут этого матча. Гирчиц. Помогает ей Ярецкая. Кубичная играет на втором этаже. Безупречно. Ну, даже не оставляет шансов соперницам подключиться. Так, сразу же свисток. Ковальский там разглядел у нас опасную игру от Полины Якименко. Тут же она извиняется перед Ярецкой. Это нарушение правил. И разбивается нас игра на паузу. У мяча капитан команды Дарья Манюкова. Идет подача. На подборе первый играет Барбаренко. Попыталась сместиться. Два девятых номера сейчас столкнулись в единоборстве. Виктория Ковган оказалась сильнее в этой мини-дуэли. Заброс вперед. Побежала Марчук. Побежала Кубичная. Но вот последняя чуть быстрее была. Полкорпуса забирает. А то и больше у своей соперницы. Вновь Кубичная. Барбаренко. С приемом есть вопрос. Не сразу мяч обрабатывает. Адереми показывает, что готова мяч принимать. Передач налево. Блессинг. Это очень опасно. Она уже в штрафной площади. Уходит от своей соперницы. Подача. Нет, Огурцова играет. Здорово руками. Да, конечно, у Ангелины Осиповой, номера 84-го команды АБФФ, серьезнейшая проверка нигерийской полузащитницы. Блессинг Сарачи Ок. Не просто играть против нее. Уже дважды забила. Да, один гол. И первый гол в этой встрече был со стандартного положения. Второй в начале этого тайма. Ну и там фактически от Осиповой оторвалась Блессинг. Первая замена готовится у команды АБФФ Ю-19. Расстрел. Ох, как опасно. Ну, совсем немного. Не хватило Валерии Ярецкой, чтобы дотянуться до этого мяча и переправить его в ворот. Замена у нас у команды АБФФ Ю-19. Полина Коржик появляется на поле вместо Дарьи Чайка. Да, номер 24. И у Могилевского Днепра также есть рокировка в составе. Виктория Барлюгова. Давайте посмотрим, вместо кого она появится у нас на поле. Ну, вот такая пауза, возможно. Да, ждут разрешения от Ивана Ковальского. Меняют центрального нападающего Валерию Ярецкую. Сегодня она отличиться смогла. В принципе, свою работу как форвард сделала отлично. Да, были у нее, конечно, еще моменты. И на вопрос, могла ли отличиться результативными действиями как во втором, так и в первом тайме, однозначно да. Низом разыгрывает АБФФ. Ну вот дальше вертикальная передача вперед. Марчук изо всех сил пытается
до мяча дотянуться. Я вот тоже такую параллель, если проводить на футболистку Елизавету Марчук, все эти передачи идут в борьбу. Конечно, не дают ей и Кубична, и Манюкова пространство для того, чтобы совершить какой-то маневр, развернуться, разбежаться. Ну и Марчук, конечно, в постоянной такой борьбе очень много сил тратит для того, чтобы побороться за мяч. Такой Днепр, это Домин, она зашла через правый фланг. Перехват, по-моему, это была Полина Корж. Неплохая проникающая на Марчук. Да, давал я эту паузу, потому что предполагал, что будет зафиксировано положение вне игры. Это, я думаю, было видно даже с нашего ракурса. 60 минут сыграли, остается 30 минут или полчаса до конца основного времени матча. Манюкова. Пытаюсь я посмотреть, вот в 25-м году в рамках прошлого чемпионата 1-1 команды сыграли между собой. Беларусь, прошу прощения, АБФФ Ю-19 у себя дома, благодаря усилиями, в том числе Елизаветы Марчук, сыграли с Днепром из Могилева. Да, многие скажут, что Могилевский Днепр в прошлом году был немножко другой командой и будут, наверное, отчасти правы, хотя третье место по итогам прошлогоднего чемпионата они смогли себе забрать. Ну, а команда АБФФ Ю-19, их была строчка 8-я. Вот так. Немножко решил я посмотреть противостояние между этими командами предыдущие. Ну и вот в 24-м году даже, ну это еще на сезон ранее, АБФФ Ю-19 обыгрывала Могилевский Днепр. Но вот уже в 24-м году точно команда из города Могилев была другим коллективом. Сейчас это топ-5 нашего чемпионата однозначно. Как мы сегодня видели по очкам и по турнирной таблице. Из этого тоже следует, что серьезное намерение у Днепра на этот сезон. Говорили мы про наш чат в сегодняшней трансляции. Не забывайте там тоже поактивничать, написать, за кого болеете и переживаете. 8 лайков, 70 зрителей в прямом эфире наблюдают за этой встречей. Да, не все, вероятнее всего, дошли до стадиона Торпедо. Погода тоже где-то не позволяет, я думаю, выбираться из дома, хотя на стадионе, безусловно, лучше и интереснее смотреть, видеть эти эмоции футболисток и поддерживать своих. Передача налево, Барбаренко до мяча не дотянулась. Вводит быстро на Блессинг. Блессинг и Осипова. Вот эта дуэль у нас на протяжении всего матча. И, наверное, не обижая ни в коем случае Ангелину Осипову, 90% борьбы здесь выигрывает футболистка из Нигерии. Легионер нашего чемпионата. Нарушение правил в атаке. Фиксирует Ковальский. Низом разыгрывают два центральных защитника команды АБФФ. Блессинг набирает скорость. Ее никто не встречает. Направо отличная передача. Гирчиц на подборе первая. На углу штрафной площади. Бьет поворотом. Полина Огурцова на месте. Не ожидали. Видим мы здесь и Полина Овинова. Ждала передачи. Виктория Бурлюгова. Но самостоятельно решила завершить этот эпизод Полина Гирчиц. Получилось не совсем успешно. Шкароденок запускает мяч в воздух. Дальше с мячом у нас встречается Ксения Ясинская. Налево. Передача от Якименко.
Ну, пяткой даже где-то играют футболистки гостей. Заброс вперед. Да, никто эту передачу действительно не просил. Такое вот решение, возможно, поспешно где-то принимают футболистки. Там, конечно, все ищут Елизавету Марчук. Но в данном случае ее не оказалось в той точке, куда мяч посылали. Барбаренко здорово действует. Не позволяет пройти передача. Перекрывает зону. И лишь аут. Получается выжимать у подопечных Александры Новик. Нарушение правил. Даже не сразу футболистки АБФ Ю-19 понимают, что же там произошло. Ну, возможно, уже подустали к 65-й минуте. Ну, а штрафной удар достаточно перспективный. Да, помогает здесь Ксения Кулешова побыстрее гостям ввести мяч в игру по свистку. Показывает необходимо действовать Иван Ковальский. И у мяча Ксения Ясинская. Судя по всему, именно она будет подавать в штрафную площадь соперниц. Идет подача на ближнюю. Несколько рикошетов. И играет здорово Иванчик. Что у нас здесь? Ну, как-то просит побыстрее появиться медицинский персонал на газоне. Вот я, если честно, просмотрел тот момент, то единоборство в штрафной площади. У вас есть такая возможность на платформе YouTube чуть-чуть отмотать нашу трансляцию назад и увидеть, что же там произошло. Ну, судя по всему, в лицо пришелся удар либо плечом, либо локтем капитану команды гостей. Это Елизавета Марчук. Она на газоне оказывает ей необходимую помощь и похожую травму Зарина Капустина получила в первом тайме. Ну вот показывает, что все в порядке, значит, сможет продолжить на игру. Ксения Кубичная также здесь крупным планом. Это защитница команды Могилевского Днепра. Ну и все в порядке. С капитаном Елизаветой Марчук сможет она продолжить. А мы ожидаем главного арбитра этой встречи, Павла Ковальского. Приглашает он Валерию Барбаренко. На Блейзинг сразу передача идет. Кулешова внешне как красиво вырезает по флангу. Набирает здесь скорость Виктория Бурлюгова. И именно от нее мяч ходит за боковую. Ковган. Адереми. Барлюгова, она уже в штрафной площади. Здорово под себя убирает. Вот троих соперниц ушла, четвертую успела подстраховать. А выглядело, конечно, перспективно. Но вот дело до удара не доходит. Кулешова. Здорово направо. Как же они с Гирчит видят друг друга. Удар с дальней дистанции, поворотом. Полина Огурцова здесь без особых проблем с мячом справляется. Передача налево. Как-то в совсем простых эпизодах теряют мяч футболистки гостей. Давайте смотреть еще замен. Итак, у нас появляется на футбольном поле Анна Бысик и Марина Пушкарь. Меняют центр поля. У нас Михаил Соболев, Полина Гирчиц, номер 8 и Ксения Кулешова отправляются отдыхать. В принципе, 70 минут.
футболистки сыграли и предоставляют возможность тем, кто не начинает эту встречу в старте, тоже проявить себя. Внимательно играют с Блессинг, и как только та находится недалеко от мяча, тут же перестраховывается. И вот в данном случае Виктория Жирко выбивает мяч подальше. Вновь удар от ворот. Полина Огурцова низом направо быстро разыграла. Стоит повыше, конечно, Полине Коржик растянуть наступление своей команды. Рискует, да, абсолютно точно против Барлюговой играть Виктория Ковган. Мяч потеряли. Есть падение, это нарушение правил. На газоне Косарачи Блессинг. Оказалось штрафной удар. Ну что ж, Ксения Кубичная в целом обладает хорошим ударом. Вот она как раз-таки и подходит к мячу. Она из более дальней дистанции пыталась поразить ворота соперниц. Сейчас она и Блессинг около мяча. Посмотрим, кто же будет исполнять этот штрафной удар. Ну, я предположу, что Кубичная. Да, вот так приобнимается она с Блессинг. Я думаю, убедила Кубичная о том, что да, я пробью. Я чувствую уверенность в себе. Дает свисток Ковальский. А нет, Блессинг бьет. Вот это да, удар по воротам, рикошет, это гол. 4-0. Вот вам и, пожалуйста, Кубичная уступает своей партнерше по команде. И Блессинг, хет-трик в сегодняшней встрече, делает счет 4-0. Да, очевидно, я думаю, уже ставит даже где-то точку в сегодняшней встрече с точки зрения результата. Понятно, итоговый счет у нас может измениться. Еще в 18,5 минут остается сыграть. Блессинг плотно низом бьет. Есть ряд рикошетов, но это... Да, на нее именно записывают. Вот немножко послушали мы и диктора стадиона. Блессинг, Косарачи, Окп. Очень часто произносим фамилия и имя этой футболистки. И абсолютно заслуженно это делаем. 4-0. Хет-трик. 12 лайков на нашей сегодняшней трансляции. 80 человек в прямом эфире. Хорошие цифры. Через центр. Опять же заброс в штрафную. Удар поворотом с дальней дистанции. На этот раз Мэри Адерреми. Но это уже слишком мимо. Низом разыграли. Огурцова. Вновь голкипер АБФФ с мячом. Покатила на центральную защитницу. Дальше. Передача вперед. Смотрите, ниже спускается Марчук для того, чтобы хотя бы с мячом встретиться. Якименко. И заброс дальше. Ну, Барбаренко здесь не должна отдавать борьбу в скорости. Ковган. Здорово пробрасывает. Там Полина Коржик. Против нее играет Блессинг. Сложно, конечно, бороться в скорости с этой футболисткой. И мяч на половине поля АБФ. Вновь Полина Огурцова. Что-то получается у команды гостей. Особенно, когда мяч низом пытаются довести до линии атаки. Но вот все эти забросы, неважно, по бровке они, либо играют они через центр, либо диагональ, успешно не заканчиваются. Блессинг. На Барбаренко. Против нее в подкате жестко достаточно действовала Александра Василевич. Но по ноге так и не попадает соперница.
что позволяет продолжить игру. Показывает абсолютно верно Марина Пушкарь. Дайте мне на ход эту передачу. Не нужно отдавать за спину, потому что не успевает Пушкарь просто остановиться. Кросс в штрафную площадь головой. Играет номер 44 Полина Якименко. В этой атаке угрозу отвела. Ну, не сказать, что второй темп есть у Могилевского Днепра, но это уже скорее следующая атака. Еще один удар по воротам, но это уже по центру. Полина Огурцова. И ее спасение. 15 минут до конца основного времени матча. Такую вынужденную паузу где-то я даю. Хотелось бы посмотреть, насколько смело будет играть защитная линия Днепра. И видим мы, что, ну, абсолютно точно АДРМ где-то и передерживают. Даже мяч, ну, наверное, могут себе позволить. Эти футболистки, посмотрите, под себя, пяткой тоже так вот действует. Интересно. Вновь АДРМ, вновь направо. Там Дарья Иванчик. Удар по воротам с дальней дистанции. Вот это момент. Показалось, что мяч точно идет мимо ворот, но Алиса Мацкевич бдительности не теряет и готова в любом эпизоде свою команду выручить. Еще замены. АБФФ Ю-19. Номер 16 и София Хамчук. И номер 10 Дарья Жигала на поле появляется. Меняют Ульянушка Роденок. И, по-моему, Александру Василевич. Давайте посмотрим повтор. Удар с дальней дистанции. Даже щиток, по-моему, вылетает. Да, вот, здорово. Классный сейв от Алисы Мацкевич. Я думаю, что мяч еще и залетел бы в девятку. Абсолютно так. Александр Василевич и Ульянушка Роденок игру на сегодня завершили. И только появившаяся Дарья Жигала пошла подавать угловой. Есть подача, удар по воротам, и это гол, отыгрывают один. АБФФ Ю-19. Посмотрите, сколько понадобилось Дарье Жигала, ну, наверное, секунд 10 для того, чтобы отличиться результативным действием. Подает она угловой и сразу же забивает. Футболистки команды гостей. Давайте посмотрим, кто же это у нас был. Номер 44. Это Полина Якименко. Искренне радуется футболистки этому голу, который был забит под номером 5 в сегодняшней встрече и первый для команды АБФФ Ю-19. Отлично, я думаю, для нейтрального болельщика классный матч, он результативный и, на самом деле, концовка интересная. Блессинг, посмотрите, на замахе уходит, еще раз может пробить низом, удар по воротам рядом со штангой. И мяч проходит. Да, радует то, что не сдаются футболистки АБФФ. Несмотря на достаточно крупный счет, ситуацию исправить. Тоже, конечно же, они намерены, ну и Днепр не против забить вновь. Якименко, левый фланг. Там с Дарьей Жигала. Нарушение правил. Якименко оказывается на газоне. Рядом был главный арбитр, который разглядел. Потому что мяч отобрали у нее не по правилам. Свисток и тут же штрафной удар. К слову, Иван Ковальский, главный арбитр, сегодня у нас к каким-то суровым санкциям еще не прибегал, желтых карточек не показывал. Помним мы в первом тайме, ну, такое устное замечание, профилактическую беседу провел с Михаилом Соболевым, главным тренером команды. Предупредил, что больше сюда я не приду без карточек. Ну и в целом абсолютно точно успокоит главного тренера Днепра. Еще один стандарт, удар по воротам. Он состоялся. И Алиса Мацкевич быстро вводит мяч в игру направо. И это Анна Домин. Прощения, Яна Домин, крайняя полузащитница
тоже здесь поднимается выше, что позволяет у нас подняться Валерий Барбаренко и мяч получить. Здорово, налево. Это Барлюгова. Пушкарь. Через Адереми. Вот Адереми очень долго, и где-то, я бы даже сказал, передерживает мяч у себя, но не теряет владение. Интересно. Получается прострел в штрафную площадь. Подбор за Адереми. Показ на том, что спокойно нужно действовать. Кубичная поднимается повыше. Налево. Барбаренко в одно. Ну нет, уж слишком читалось. Ну посмотрите, подбор забирает. Дальше продвигается ближе к штрафной площади. Подача на дальнюю. Удар головой. Ну как здесь не попадает? По-моему, это Дарья Иванч. Это был явно голевой момент. Давайте посмотрим повтор. Левая защитница подает. И вот такое хорошее подключение Дарьи Иванчик, которая на позицию правого защитника вместо Алины Скидан появилась в начале второго тайма. Вновь Иванчик. Открывается. Анна Бысик. Пушкарь. Адереми налево. Ну, не ошибается и в передачах. Удар поворотом выше. Валерия Барбаренко. Ее попытка. Ну, тоже подустала. Видно, много рывковой работы сегодня проделала. Ну, а Мэри Шола Адереми, номер 30, не ошибается. В передачах и полностью контролирует всю опорную зону. Я бы даже сказал, центр поля в сегодняшнем матче. Бысик. На Манюкову. Дальше на Адереми вновь. Передача вперед. Абсолютно спокойно дают принимать и развернуться Виктории Барлюговой. Даже отдать налево. А тут в одно. Как опасно. Удар поворотом. Показалось мне был изначально. Но это был прострел. И замыкает его номер 99. Яна Домин. Все-таки она тоже заслужила отличиться голом. Очень хорошее появление ее на поле с середины, пожалуй, первого тайма. Ну, примерно так. На минуте, наверное, 30-й Зарину Капустину она заменила и забивает гол в сегодняшней встрече. Под номером 6 и 5 для своей команды. Вот, крупным планом номер 99 Яна Домин. Показалось мне изначально, честно говоря, что Валерия Барбаренко вот здесь пробивает поворотом, но, может, так оно и есть, но мяч прям на ногу ложится ее партнерша по команде, которая хладнокровно реализует свой момент. И меньше 8 минут до конца основного времени матча и 6 голов. Классный матч. Но явно не все в порядке со здоровьем. У Софии Хамчук. Готова сразу же продолжить. Ну, а мяч остается у Днепра. Валерия Барбаренко. Вот кому же ей вводить? Блессинг открывается в центр. Дальше бросает на Барлюгову. Меняет вектор направления атаки. Это на правый фланг пас. Иванчик. Кросс в штрафную площадь. А сыграет на втором этаже. Была готова Барлюгова. Ого, через себя Блессинг еще раз. Дважды хотела пробить. Скажем так, попытаться пробить. Блессинг. Ну уж совсем эффектно. Хотела бы она завершить эту встречу. Мяч у АБФ. Штрафной удар. Открывается вроде бы Полина Якименко. Сразу же за ней следует и Марина Пушкарь. Заставляют посомневаться. Не сыграть через центр. Заброс и дальше потеря. Вот чем чревата игра вверх. Дарья Манюкова абсолютно никуда уже не торопится. Понимает, что исход в этой встрече в целом понятен. Исходя из картины сегодняшней встречи, отыграть 4 гола за сколько у нас остается? 6 минут, ну плюс дополнительное время, ну практически невозможно.
Пушкарь. Манюкова. Да, к слову, вот в параллельных матчах «Динамо Минск» 8-0 переигрывает соперниц из Гомеля на выезде. И футбольный клуб «Минск» сильнее к 37-й минуте матча. 3-0 футболисток из Сморгонь. Команда АБФФ Ю-19 у нас вновь проведет замены. Номер 30 Анна Рыжкевич и номер 7 Лина Овинова. Вместо них на поле появятся номер 7 Полина Овинова и номер 30 Анна Рыжкевич. Да, посмотрим, кого же меняют. Номер 90 5 Полина Коржик. Ну, явно не вошла, видимо, в игру. Коль обратная замена. И номер 15 Ксения Ясинская. А у нас угловой удар. Могилевский Днепр. У мяча Блессинг. Рядом Барбаренко. Это, очевидно, розыгрыш. Блессинг себе пробрасывает на угол штрафной площади. Ну, где-то и подрабатывает под удар. Алиса, просто, Алиса! Заброс вперед. Блессинг на скорости. Корпус ставит. Уходит от соперницы. Пробрасывает тоже между. И здорово получается атаковать. Удар по воротам от Марины Пушкарь. Сколько же сил остается у футболисток Днепра. Именно у атакующей линии. Ну, либо это уже, знаете, как на кураже. Особенно Блессинг. 3 забила и пошла вперед. Мы сегодня проговаривали о том, что у нас лучшим бомбардиром чемпионата является Дарья Стешко. И 11 голов на ее счету. 10 голов у Светланы Винниковой, у представительницы Новополоцкого Нафтана. И до этой встречи у Блессинг Окпе было 8 голов. Ну, сейчас посчитайте сами. Хет-трик сегодня на ее счету и, соответственно, 11 голов. То есть уже обгоняет она Светлану Винникову и поравнялась с Дарьей Стешко, своей одноклубницей, которая 2 матча последних, если мы учитываем и это противостояние, пропускает по причине травм. Поэтому, конечно, мотивация у Блессинг, я думаю, запредельная. Хотела бы она выйти на первую строчку списка бомбардиров. Полина Огурцова, удар от ворот. Опять же, не выносит низом. Адереми направо. Видит абсолютно свободную Яну Домин, которая смещается и, не стесняясь, в центр. 2 соперниц проходит. Дальше мяч теряет, но подбирает Марина Пушкарь. Пушкарь, она готова под право уйти, но слишком предсказуемо ее действие. Удар низом от Адереми с дальней дистанции. Много борьбы. Домин и Анна Бысик. Именно они справа работают на фланге. У Днепра Кубичная. Кубичная, заброс вперед. Видите, как подключается туда Блессинг. Ну, ее и искал передачи. Пушкарь. Первая на подборе. Но здесь уж поторопились хозяйки поля. Дарья Иванчик уже пошла вперед. Пушкарь этот замысел не прочитала, и потеря мяча. Аут из-за боковой. Встречается с мячом Дарья Жигала. Неточная передача. Ох, как опасно может получиться. Но вот не терять бы нам этих моментов. И атак, да, нарушает Елизавета Марчук. А пол в атаке фиксирует Иван Ковальский. Ксения Кубичная оказывается на газоне. Видим мы, что с ней все в порядке. Готовы продолжить. И минута остается до конца основного времени матча. Между зоной. Здорово открывается. По-моему, это была Анна Бысик. Кубичная. Мацкевич.
Пушкарь. Да, усиливают фланги при позиционной атаке. Судя по всему, остается на позиции центральных защитников у нас Адереми и Кубичная. Направо идет Дарья Манюкова. Интересная задумка. И, соответственно, поднимают флангового защитника. Дарью Иванчик гораздо выше. Ну, а предположу, что Яна Домин смещается в центр. Скажем так, насыщая центр поля и создавая чуть больше проблем полузащитницам АБФФ Ю-19. Ну, по крайней мере, это то, что виделось мне из позиционной атаки предыдущей Могилевского Днепра. 2 минуты добавляет к основному времени матча Иван Ковальский. Видим мы Ивана Римкевича, который держит над своей головой табло с цифрой 2. Атакует АБФФ Ю-19. Марчук. Удар по воротам! А это шло по створу. Классный сейв. Алиса Мацкевич. Еще одна попытка. Ну, мяч соскочил. Газон уже мокрый. Еще один подбор. Вновь удар. И Алиса Мацкевич. Ну, здесь даже уже в руки не фиксирует мяч. Показывает, что нужно подняться выше. Марчук попытается. И, конечно же, обозначить борьбу. Итак, минуту дополнительного времени уже за счет того, что Алиса Мацкевич уверенно мяч контролировала, но практически забирая в нашего матча. Хороший пас. Манюкова. Кубичная. Уже не разрезает линию полузащиты АБФФ Ю-19. Постоянно смещаются, меняют позиции. Но Блессинг уже на позиции центр-форварда. Поменялась с Викторией Барлюговой. Адереми. Ну вот есть проблемы с обработкой. Хороший пас на Марчук. Кубичная. Обратите внимание, как здорово. Он просто пересекает путь капитана команды АБФФ Ю-19. И то и ничего не остается, как просто остановиться, чтобы не столкнуться с центральным защитником команды Днепр. Налево. Блессинг подключает в одно касание. Это была Анна Бысик. Блессинг, ну что ж, если решит эпизод, может стать лучшим бомбардиром по итогам 9-го тура. Удар по воротам, отдала передачу, даже заговорился я в концовке. Слишком сам поверил в исход именно такой в этой атаке. Манюкова. Хорошее подключение. Барбаренко убирает соперницу. Удар по воротам, но не с ее рабочей ноги, с правой. Иван Ковальский дает финальный свисток. Счет 5-1. Такой счет по итогам нашей сегодняшней встречи. Днепр-Могилев у себя дома переигрывает команду АБФФ Ю-19. Эту встречу для вас прокомментировал Кирилл Ганжа. Всем большое спасибо, кто писал нам сообщения в чате, кто ставил лайк нашей трансляции, был с нами на протяжении всех 90 минут. Надеюсь, что еще обязательно услышимся на футболе. Всем всего хорошего. До новых встреч. Побольше, почаще улыбайтесь. И все у нас будет хорошо. Пока-пока.